Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Представить таким образом, чтобы мы точно знали, где оно возникло, как оно появилось у татар и каким образом оно сейчас развивается, мы это видим. Вот, перспективы тоже мы знаем, я здесь практически не показываю современные образцы, потому что в предыдущей лекции у меня были и современные образцы, а здесь мы остановимся именно вот на самой сущности этой технологии и что в ней уникального и ценного. Вообще ко мне очень много вопросов поступает о том, что вот мы запатентовали эту технику. Вообще действительно республика – это уникальная техника, она не встречается у других народов, и встречается она не как казанский шов. Вы знаете, сейчас очень набил даже оскомину, везде казанский шов, казанский шов. И фильмы сняли о казанском шве, и пишут все о казанском шве. А на самом деле казанский шов – это только часть технологии кожаной мозаики. И получилась такая дезориентация людей о том, что казанский шов – это уникальное оригинальное явление. На самом деле оригинальным и уникальным является татарская кожаная мозаика. А казанский шов – это одна из стадий вот, технологического процесса этой кожаной мозаики. Поэтому патент у нас есть на узорную обувь. Ее получила ООО «Сахтиан». То есть мы как бы уже зафиксировали, что вот эта кожаная мозаика с этим швом, она принадлежит нашей республике. Теперь у нас сейчас делается такой реестр объектов нематериального этнокультурного наследия. Это федеральный проект, и в этом проекте каждая республика представляет оригинальные, уникальные технологии. И для того, чтобы вот в этот проект войти, нужно представить какую-то оригинальную технологию, которая не встречается у других народов. Ну, естественно, вот мы взяли, до меня они начали работу и взяли эту статью как «Казанский шов». Ну, естественно, так получилось, что эта статья не получила одобрения, и пришлось пересмотреть вот эту концепцию, что не казанский шов оригинально уникальный, а именно искусство кожаной мозаики. Здесь вот я как раз представила образцы. Мы видим, что семья могла носить все, ходили в расшитых узорных ичигах. Остановлюсь все же на технологии. Дело в том, что вот вся тайна этого кожаной мозаики у нас заключается в этой технологии. Ни у одного народа нет кожаной мозаики. Вот только у татар она сохранилась. Нету. Это вызывает, конечно, некоторые споры. Мы ищем, где, почему у татар только. Вот. И в чем она заключается? У многих народов существует искусство аппликации, когда берут кусочки кожи, накладывают друг на друга и пришивают к основе. Да? А здесь оригинально придумали так, что на коже вырезают из кусочков лекал. Сначала, давайте в процесс расскажу. Сначала, значит, складывают разноцветные куски кожи в количестве от того, сколько сапог хотят получить пар. Допустим, 4 цвета. 4 цвета кожи складывают в стопку, значит, делают лекала, потом эти лекала с узорами накладывают на эту основу, их обрисовывают, потом вырезают ножом. Мастер, вот так приложив к подбородку нож, вырезает эти узоры. К сожалению, вот тот образец, который я показываю, это не древний, это современный образец на Арской фабрике еще был создан. А здесь вот тоже мастер Арской фабрики. Это фото 70-х годов. Показано, как он на фабрике вот вырезал эти кусочки кожи. Затем, когда он эти куски кожи распределяет между собой разного цвета, он сочетает уже разные цвета, вот эти 4 цвета, у него получается по 2 пары сапог разных цветов. Да? Понимаете, да, как он кусочки одного цвета накладывает на кусочки другого. И вот таким образом получается 4 пары сапог.
Интересно, что вот эти эскизы узоров обычно делали, вообще кожную мозаику делали коллективно. Вот первые стадии процесса делали мужчины. Художник, закройщик был мужчина. Он распределял вот эти узоры. Это ему доставалось уже потомственная, это была традиция. Резчики по коже и вообще мастера сапожных дел, все это передавалось по наследству. И он эти узоры сам распределял по голенищу сапога, передок и задник, да, сапога. Он все эти узоры сам раскладывал композиционно, вырезал их и затем передавал уже вышивальщицам. Складывал, значит, это все кусочки кожи вместе и передавал вышивальщице. Вышивальщицы, они уже начинали эти кусочки кожи складывать и вышивать. То есть вот у нас уже получается это казанский, так называемый казанский. Ну, казанский тоже непонятно, почему казанский. Шов, потому что в основном этот шов исполняли в районах Заказания. И промысел этот развился именно в Заказании, в селах Заказания, в татарских деревнях Заказания. Вот, и, значит, уже тогда начинали мастерицы вышивать. Причем это была не просто вышивка, это было и сшивание, и вышивание одновременно. Ну, вот здесь показано, как тапочку тоже разрезают узор на чуваке. Вот. Это фото 20-х годов, когда были артели по изготовлению вот этой кожаной мозаичной обуви. И вы видите, как мастерицы их расшивали и вышивали. То есть они соединяли, вернее, точали. Это тачка или сшивка и расшивка, то есть двойной процесс. Заключался в том, что были вот такие специальные станочки, приспособления. Вот здесь мы их видим на коленях. Сейчас уже они напольные. Их придумали так, чтобы женщине было удобнее вышивать и шить. Напольно мы это увидим. И вот таким образом натягивали вот эти кусочки вот на этот станок, привязывали его и расшивали. Сначала шилом проделывали дырочки близко, прям к краю. Затем пропускали это шило. Лицевой стороной все это делалось. Шило пропускали, там были две иголочки к шилу приделаны. В одну они нитку пропускали точную, а другую уже вышивальную нить. То есть сначала точали, а потом уже сверху вышивальную нить. И потом их затягивали. И получался такой шов, он и шов сшивающий, и он как бы звучит и как вышивка. Вот здесь тоже плохо видно, правда? Вот здесь мы видим вот эти кусочки кожи, вот этими ремнями, значит, пристегивали, перевязывали, и вот этим шилом, видите, сначала шилом прошивали, и потом в отверстие через шило пропускали иглой и иглой. Сейчас по-разному меняется. Раньше было, вместо шила использовали щетину кабанью, причем кабана брали, щетину кабана, именно в определенный период времени года. Эта щетина должна была быть жесткая. И вот этой щетиной вместо шила и протыкали вот эту кожу. Ну, кожа была мягкая, но ее намачивали, естественно. Вообще татары, они славились еще с булгарских времен тем, что выделывали мягкую кожу, софьян, юфть. И эту мягкую кожу они вот обрабатывали, затем ее для обуви, применяли для обуви. Ну, вы знаете, что эту мягкую кожу в Казахстане до сих пор называют булгари. Значит, вот у них магазины кожаные называются булгари. То есть это вот само слово уже говорит о том, что эти булгарские истоки, они сохранились и до наших дней. У венгров тоже есть, багари называются, у якутов булгари. То есть вот это слово, даже сама вот эта мягкой выделки кожи, она носила имя болгар. Вот здесь мы тоже видим исполнение этого шва. Да, вот сейчас такой напольный станок используется, уже сидя. Женщина может сидеть и расшивать, да? А раньше даже вырезано, красиво оформленное, резьбой по дереву, трехгранно-выемчатой резьбой, орнаментированный. То есть вот этот станок, как бы он
также был украшен и доставлял радость при исполнении этого труда. Но это вот уже тоже современный станок. Здесь мы видим образцы. Но потом женщины, когда расшивали, собирали все это в одну композицию сапога, значит, затем мы его опять растягивали, прибивали гвоздиками маленькими, это все растягивалось неделю или две, все это растянуто, и потом поступало к сапожникам, они уже шили сапоги, делали, значит, подошву, вот. И таким образом в дальнейшем, вот здесь мы тоже видим сапожник, вот у него здесь сколько сапог висит, он тоже натягивал вот этот сапожок после того, как уже и подошва у него была, и, в принципе, он, значит, его готовил тоже несколько дней для того, чтобы уже можно было этот сапог пускать в дело. Теперь, значит, у нас, когда мы снимали этот фильм «Казанский шов», и он очень сильно разошелся по всяким весям и городам, стали обнаруживать, что, оказывается, у марокканцев есть такие туфли, нюли называются, где тоже использован этот шов. Но вы сейчас, вы увидите разницу между этой обувью и этим шитьем, и между казанской узорной кожей, нашей узорной кожей. Во-первых, здесь что? Уникальной является кожаная мозаика, как я уже говорила, да? Здесь мозаики нет. Нет вообще самой технологии мозаики. И вот этот шов, он не сшивает какие-то кусочки кожи, а он просто декорирует поверхность обуви, да? И он декорирует эту поверхность именно вот таким швом, при котором вот делаются вокруг вот этой иголки, нить проворачивается несколько раз. И вот здесь проворотка этих нитей, она намного больше. Если вот в татарской кожаной мозаике там 3, в зависимости, конечно, от толщины нити, какая была нить толщиной, 3, 4, 5, 6 может быть, то здесь гораздо больше, и нити гораздо толще. Вы видите, как этот шов, он является чисто таким декоративным и не несет функциональную нагрузку. Если такой шов, и не только про швы речь идет, если какая-то технология не имеет функциональное назначение, то есть она возникает просто как декоративная, да, значит, это заимствованное. То есть для чего вот это нужно было? В кожной мозаике понятно, сшивали куски кожи, сшивали и расшивали, да? А здесь для чего вот это? То есть можно было бы использовать другую технологию вышивки, золотное шитье или обычную вот гладь даже, да? Но это возникает такое мнение и ощущение, и, вернее, убеждение даже, что, в принципе, это, видимо, технология все же заимствованная. Когда она была заимствована, мы не можем сказать, потому что это очень сложно сказать. Единственное, можно предполагать, что Марокко и Египет, они имели тесные связи между собой, а Египет имел тесные связи с Золотой Ордой. Когда мамлюкский период, вы знаете, да, про этот период, когда, значит, правили мамлюки, это были кипчаки, как пишут, но, тем не менее, это были потом уже как бы татары, они, как кипчаки, вошли в татарское государство, Золотую Орду, то установились очень тесные связи между Египтом и Золотой Ордой. Возможно, это произошло в тот период, когда вот эти взаимоотношения были очень тесно установлены. По крайней мере, у нас очень много объектов архитектуры, где мы видим влияние мамлюкского Египта. Вот в Черной палате, в Малом минарете вот эти треугольные мамлюкские срезы, в усыпальницах. Это как раз влияние мамлюкской архитектуры на архитектуру болгар. А здесь возможно, что все же мы не можем сказать, что поскольку шов не функционален, что вряд ли
этот шов появился от марокканских мастеров. Скорее всего, наоборот, потому что здесь нет функциональности. Но, к сожалению, у нас нет образцов золотоордынских сапог, золотоордынской обуви, которую еще стоит искать и найти. Дело в том, что кожа, она очень плохо сохраняет в земле, и поэтому образцы кожи практически не сохраняются. Но сохранились болгарской кожи, у нас есть. Значит, золотоордынской кожи не было таких исследований об этом даже. Просто были кожевенные мастерские. А как обувь декорировалась, декорированная обувь золотоордынского периода, у нас нет ярких образцов этого. Казанское ханство, сейчас я покажу. Вот это они современную обувь сейчас делают. Как они используют шов, посмотрите. Это чисто как бы декоративный элемент, да, на обуви. То есть он никак не связан с тем, что он должен что-то сшивать. Он просто является декорацией. Так, теперь вот здесь тоже у нас, вы знаете, я в интернете нашла такого блогера Чулпан Хисматова. Она живет в Соединенных Штатах Америки, сама родом отсюда, и она интересуется, занялась как раз изучением кожаной мозаики. И у нее сайт есть, где она собирает образцы кожаной мозаики везде по миру. Благо, что она живет в Штатах, и у нее есть возможность собрать коллекции всех музеев. Она рассмотрела все коллекции музеев, и там нашла много образцов нашей кожаной мозаики. Причем даже как индейские мокасины, там в одном месте их продавали на аукционе, как индейские мокасины. Я вам покажу. Вот посмотрите, как на сапогах используется этот шов, да? Опять-таки мы что видим? Что шов не сшивает ничего, он просто задник, голенище, да? Задник вот здесь подчеркивает, и вот здесь, конечно, он сшивает, да, вот в этом месте. Происходит передняя часть с голенищем, сшивается. Но он одноцветный и такой очень крупный. Вот мы видим нашу кожаную мозаику. Значит, все эти кусочки кожи, они сшиваются швом этим. И шов, причем разноцветный, да, может быть. Таких примеров много. И всегда вот такая композиция. Здесь голенище завершается вот таким ободком всегда. На заднике всегда у нас обязательно узор. Причем, значит, шов идет и сзади, может, и спереди. Раньше еще более старинные сапоги. Только в одном месте был шов, в задней части. А в передней мы видим, как здесь вот тоже, как бы сапоги очень часто думали, что они бесшовные, потому что вот эти узоры, которые собирались, они как бы не требовали того, чтобы шов был у сапога. Он как бы уходил вот между этих узоров. Вот как здесь, да, мы видим на передке. Так, вот здесь тоже мы, значит, видим уже старинный сапог из кожаной мозаики с этим швом. Причем это сапог начала XIX века из частной коллекции. Вот. И здесь интересно, как используются, какие цвета, во-первых, используются. Приближенные, да, мы видим гармоничные оттенки, разные цвета, разный шов используется, разноцветный, но в основном здесь мы видим в таких контрастных сочетаниях. Здесь вот шов идет однотонный, переходит в красный, из светло-зеленого переходит в красный. И вот эти все обрамления, вот этих узоров, каждый шов, каждое обрамление, оно по цвету соответствует вот тем цветам, которые здесь есть. И понимаете, получается, что здесь в украшении этих сапог мы не видим, во-первых, олиповатости, да, ну, во-первых, красители, конечно, все натурально используются, тогда использовались. Но здесь иногда можно сосчитать до 10 цветов использования, 8-10 цветов, расцветок разных. И это говорит о том, насколько вот кожаная мозаика богаче и насколько она оригинальна, если мы будем сравнивать
обувь вот эту марокканскую, да, и нашу. То есть это совершенно другое искусство, да, и, в принципе, в этом его оригинальность и уникальность. Ну вот здесь я собрала как раз разные типы сапог именно по времени. Вообще это искусство развивалось по времени, и оно эволюционировало от одних орнаментальных узоров, мотивов, да, и от декора к другим. Вот самые древние образцы – это вот эти. Это уже где-то 18-19 века, это уже 20 век. Видите, какая идет трансформация. Так, вот смотрите, здесь тоже. Мы видим здесь не просто орнамент. Я приготовила даже прочитать орнамент, образцы сапог, чтобы мы с вами прочитали, что на них зашифровано в этих сапогах. Это вот мотив набегающей волны. Это у нас треугольники, которые зигзаговая линия, она символизирует и воду, и, значит, наконечники стрел. Теперь, вот почему я сразу же перешла на пузырык. Самые древние образцы этих узоров, они находятся на Алтае. Но на Алтае там нету кожаной мозаики. Там есть мозаика из кожи, меха и ткани. То есть я покажу эти сапоги, где соединены разные кусочки, но там нет этого шва. Здесь мы видим, это седельная лука, она сделана из кожи методом аппликации. Вот этот узор нанесен методом аппликации. Но почему такая схожесть, да, вот с нашей мозаикой в орнаментах, в узорах? То есть мы предполагаем, что вот эти древние мотивы, азиатские фактически, и центральноазиатские, и дальневосточные тоже есть мотивы, они пришли, видимо, на территорию Поволжья и в нашу кожаную мозаику именно с предками татар-гуннами и болгарами, гунно-болгарами. И были принесены, которые шли через Алтай. И вот алтайские скифы, говорят, их называют алтайскими скифами, эти племена, тюркские. Вот, они сохранилась кожа благодаря тому, что там была вечная мерзлота. И вот кожа там сохранилась. Когда археологи стали раскапывать, то они нашли там и ткани, и кожу, и мех, и войлок. Все было найдено в этих могильниках, погребениях. Вот. И в этих курганах. И вот здесь мы видим очень много схожих мотивов с нашими узорами кожаной мозаики. То есть мы идем в пузырык. Это вот вообще узор на чуваке, на татарском. Похож на голову кошки, да, или тигра. Вот такие же мотивы мы встречаем, кстати, в пузырыке. Очень схожие мотивы. Это вот пузырыкская обувь, женская обувь, передняя часть. Сделана она из кожи красного цвета. Сейчас мы увидим ее. Здесь в передней части присборено. И вот мы видим наши очень любимые в татарском искусстве мотивы. И здесь и тюльпан есть, здесь и лотос. И вот эти, как с завитками еще они бывают, такие часто встречаются мотивы. Это вот женский сапог, который там был найден. Это второй пузырыкский курган. Причем, вот вы знаете, здесь шва нету, да? Здесь сверху на кожу наложена сухожильная нить, которая обернута оловянной фольгой. Оловянной фольгой и пришита вот к основе. Вот здесь идет шерстяная нить. К этой шерстяной нити, значит, сверху наложены золотые фигурки уточек, похожие на уточек. Очень тоже популярный у нас мотив. Вот. А на подошве этого сапожка мы видим тоже сухожильными нитями сделаны, значит, прошито прямоугольники, а в центре этих прямоугольников камень перит. В черно-белом варианте вот более понятно, да? И почему вот такая подошва? Ну, это связывают с тем, что сидели, скрестив ноги, да, и когда были видны вот эти подошвы обуви, и поэтому, значит, это было очень эстетично, и подошву обуви тоже украшали.
Ну вот здесь внутри были чулки, 2 пары чулок войлочных. Значит, одни более длинные, другой более короткий, и вот с такими фестончатыми краями. То есть вот внутри этого сапога, полусапожка, еще были 2 пары войлочных чулок одеты, которые были с отворотами. Очень тонкий войлок. Вот это тоже войлочный чулок. Тула-их у нас называется, который одевали, на него сверху одевали вот кожаный сапог, и вот эта часть, она виднелась, видите? То есть вот здесь был кожаный сапог, это внутри сапога, и вот эта войлочная часть, она была тоже расшита сухожильными нитями, с обернутыми оловянными, значит, фольгой. И вот здесь мы видим просто вот наши мотивы нашей кожаной мозаики. Мотивы вот эти сердечек или бараньих рогов, вот эти такие треугольнички, выкружки вот эти. То есть все то, что мы видим у нас. Вот еще интересный сапог, тоже здесь мотивы просто. Он меховой, вот эта нижняя часть кожаная, присборенная, как мы видим, а здесь тоже красная тесьма, вот здесь тоже красная тесьма, а здесь мех. Так, это вот тоже зарисовка подошвы обуви, сапожка женского. Посмотрите, какой узор. Таким образом, мы видим, что вот все эти мотивы очень нам близки. Вот это вот пальмета очень близки. И вот в книге «Орнамент казанских татар» там прям даже есть таблица, где мы видим орнаменты, которые используются, она вот до этого. 3 ряда в кожаной мозаике. Вот это те мотивы, которые мы также встречаем и в Пазырыке, в пазырыкских курганах. Вот это тоже мотивы облакообразные, но это уже более поздние мотивы, они более развитые, как мы видим, да? Но мы их встречаем, кстати, и в китайском искусстве, и в монгольском искусстве, и в искусстве среднеазиатских народов. То есть это тот комплекс мотивов, который был характерен для предков тюркских народов. Теперь мы сразу же ищем как бы корни, да, переходим уже. У нас нет больше других. Кроме Пазырыка мы не имеем никаких основ для того, чтобы говорить о кожаной мозаике. Но вот здесь, при раскопках города Пскова, был найден сапожок, который в Эрмитаже находится и датируется X-XII веками. Это, кстати, из сайта блога Чулпан Хисматовой она приводит этот сапог. Но археологи подписали, что это раскрой. Они думали, что это раскрой. Но, в принципе, это получается, как бы, вот этот шов здесь используется, и получается, что это не просто раскрой, но это еще и как бы декоративный элемент, да? Но поскольку здесь мы тоже видим использование шва функциональное, но он не используется как декоративный элемент. И непонятно в Пскове, кому он принадлежал, этот сапог, кто его делал и так далее. Теперь мы переходим сразу же к Казанскому ханству. Значит, при раскопках Казанского Кремля в связи с тысячелетием города вот, были найдены вот такие налучницы, да, для хранения стрел. Это воссозданный, реконструированный узор, который был на их кожаной поверхности художником Наилей Кумысниковой. Это было шитье серебром. Но видите, орнамент другой, да, совершенно другой орнамент. Он какой-то такой витиеватый в виде, значит, похож на мусульманский орнамент, значит, который использовался при оформлении и книг, и также он использовался арабесковый орнамент, так скажем, арабесковый орнамент. И вот здесь мы видим небольшое изображение зеланта, да, очень условное. И вот это как бы тамга А-образная, она часто встречается и в Болгарах, мы ее видим на надгробных камнях. И вот здесь мы тоже это видим. Но так, это вот уже поздний. Вот, значит, то, что мы обнаружили в Музее археологии. Вы знаете, я была потрясена, когда увидела коробки с остатками этой обуви. Получается, что вся Казань, вот
того времени все ходили в кожаной обуви. Мы видели только 2 образца лаптей. Только 2. Остальное все кожаная обувь. Все, вы знаете, просто вот в массовом количестве. Это говорит о том, что в Казани жители города все ходили в кожаной обуви. Вы понимаете, это какое было достижение для того времени. Вот. И здесь вот образцы очень интересные, они как болгарские. В Болгарах тоже вот такие вот и тесненные, и присборенная обувь встречается. Вот здесь вот тоже остатки. Но мы искали, конечно, то, что могло иметь отношение к кожаной мозаике. Здесь вот тоже такая гофрированная как бы обувь, да. Вот посмотрите, сейчас я покажу. А это у нас стелька, понимаете? Это вот стелька женского сапога. Она вся вырезана орнаментом. То есть вот если в пузырыке мы видим, да, на подошве, то здесь вот стелька, которая была внутри сапога. И узор древа жизни вот здесь. Видите, вот здесь завершение, здесь вот его ветви. Как бы родовой узор, как родовой, древо жизни, да, продолжение рода. Вот это тоже очень интересные элементы. Для чего, думаете, эти вот дырочки? Кто-нибудь догадается? Нет? Это на верхней части обуви. Нет, пальцы вот так просовывали и натягивали. Вы знаете, оказывается, у нас в Казани, у нас на наших сапогах этого уже нет, но в то время они додумались, что, чтобы натянуть сапог, делали вот такие дырки и натягивали сапог, вдевая пальцы вот в эти дырочки. Мы просто были удивлены, конечно. Так, ну вот здесь уже мы ближе подходим. Мы здесь уже что видим? Остатки вот кожи оформлены, вырезаны в виде узоров, да, в виде узоров. Но здесь мы не видим остатков, следов вот этого шва кожаной мозаики, не видно просто. Вся кожа черная, потому что она выцветает, в земле выцветает. Но вот здесь возможно, что это вырезанные были детали, но уже как бы это уже близко к кожаной мозаике. Если это был сапог, то возможно, что здесь уже была другая часть, да, но этого не сохранилось. Вот здесь мы тоже нашли, вот здесь уже есть элементы того, что вот нитки-то они истлевают, нитка не остается. Вот. И вот здесь я приглашала Нелю Кумысникову, мы смотрели, потому что я не видела разобранный сапог, чтобы вот который был распоротый, не видела. Она утверждает, что вот это распорото, и что это мозаичный шов, остатки мозаичного шва. Но это нужно еще проверить. И вот здесь тоже, понимаете, вот видите, здесь уже как бы это задник обуви. Здесь мы тоже видим возможность того, что здесь были использованы какие-то еще другие кусочки кожи цветные, да, и вот по краю тоже идет вот такая вот она немножко рифленая часть, как бы. Так, вот это она тоже восстановила, Неля Кумысникова восстановила сапоги уже 17 века, когда уже в Кремле проживало русское население. То есть татары же были выселены из Казани. И вот здесь, ну, в Слободу, туда, в Закабане, а здесь мы что видим? Мы видим русские сапоги, уже русский мастер, видимо, делал, а может и татарский мастер делал, да, ну, а орнамент очень похож на наш, но здесь все же есть и элементы древнерусского орнамента. Это вышивание, вышивка льняными нитями по коже. Так, и вот здесь мы сразу же переходим к нашим старинным сапогам, наиболее ранним, которые сохранились в наших музеях. Не только в Казани, не только в Национальном музее, но и в музеях и в Заказани, и в Арском районе, и в Высокой горе, и в других местах. Вот это наиболее старый тип вот этих сапог. Они, кстати, наиболее близки именно к пузырькским образцам. И что здесь интересно? Вот здесь тоже что интересно. Здесь как бы мозаики-то нет. Здесь тоже идет просто шов, который украшает голенище сапога. А где вот это сшивание-то этих кусочков? Получается, что это такой вот декоративный шов. Вот здесь тоже образцы. Но здесь уже вот мы видим сшивание вот на заднике. Здесь уже вот есть элементы. Вот здесь есть элементы того, что это одного цвета кожа сшивалась. Но вот надо внутри посмотреть, изнутри.
Ну, задник вот всегда вот оформляется таким треугольником, или еще вот такая еще зигзаговая линия бывает. Вот эта зигзаговая линия, я только один раз видела на одном сапоге, мне исследователь, ученый, который занимался тюркской руникой, он говорит, что вот такая зигзаговая линия с палочкой – это обозначение дороги. То есть получается, что вот это как бы символ дороги, да, уходящей вдаль. Или, может быть, это гора, на которую поднимается человек, значит, в течение своей жизни, какие-то его достижения. Ну, мотивы солнца, вот тут сердечки. Теперь вот здесь уже, посмотрите, на основе вот тех декоративных швов те же узоры старинные, да, и здесь уже цветная кожа идет. Когда произошел вот этот переход, да, когда была эта кожаная мозаика появилась? Вот вопрос все же, когда это было? Или в эпоху Казанского ханства, или в Золотую Орду, или это вообще позднее изобретение? Может быть, это 17 или 18 век? Ну вот это из Петербургского этнографического музея сапоги. Ну, посмотрите, какие они яркие, да? Если старинные образцы, они в основном монохромные, то уже где-то со второй половины XIX века появляются вот такие яркие сапоги. Мотив солнца, сердечко, здесь как бы листовидные мотивы, да? Здесь опять-таки вот эта дорога, да, или гора, которая завершается вот такими древом жизни, я бы сказала, да, или кустом. То есть со временем из монохромных сапоги получают какое такое контрастное цветосочетание. Вот здесь еще монохромный образец, но здесь уже он полихром. 3 цвета здесь: синий, черный, ну еще белый и красный. Видите, используются 3 цвета. Вот сочетание цветов здесь очень такие даны гармоничные, да. Здесь нет вот той яркости, которая появляется позже. Или вот эти сапоги тоже мы видим одного цвета, но узор создан именно вот этим швом. Это уже поздний сапог, это советского времени, 80-е годы. Тоже еще монохромность как бы более-менее соблюдается. Вот здесь тоже, в этих сапогах. У всех, заметьте, вот такой мотив. Или зигзаги, или вот такие арочные, такие полукружья. Это вот Арский район, посмотрите. Совершенно другие сапоги, да? Это вот как вот эта традиция у нас, вот эта бывшая традиция, как она стала аляповатой такой, яркой, понимаете, и как бы постепенно угасала. Вот какие были наши ичиги. Вот наступил такой момент, когда постепенно вот этот узор стал вот таким. Ну, мы это связываем с тем, что с влиянием европейского искусства, где-то искусство модерна вот попозже, да, и искусство, возможно, в декоративном прикладном искусстве, вообще в прикладном тоже искусстве, и в костюме всегда были свои стили. Если в архитектуре был определенный стиль, классика, барокко и так далее, то он проявлялся и в одежде, но по-своему, и даже и в обуви. И вот в обуви мы тоже видим вот появление вот этих мотивов, они как бы не соединены в единую композицию, а существуют как разрозненные. Вот один мотив, вот другой мотив, да, вот третий мотив. А вот такой вот связки, общей композиции уже здесь нет. То есть они как бы все распадаются на самостоятельные мотивы. Цветовое решение тоже, да. Великолепное цветовое решение, монохромно, но оно в то же время очень полихромное они. Да, вот еще тут. И вот здесь как раз современные сапоги, современные туфли мы видим. Ну, просто вот... здесь уже я... Так. Сейчас. Вот эти сапоги тоже... Это в Англии были, находятся в музее Виктории Альберта, безусловно, татарские сапоги, да, были найдены в Казахстане. Их привезли из Казахстана. Казахи, значит, посчитали, что это их сапоги, это их не техника, хотя у них такой техники нет. Один образец, и поставили этим сапогам вот такой памятник в Казахстане. Скульптор сделал. И они считают, что это казахские сапоги. Ну, вот такой исторический как бы курьез.
Ну вот вы видите, что композиции меняются у сапог. Это вот в Израиле находится, это все вот у Чулпан я взяла Хисматовой в израильской коллекции. Здесь не видно, к сожалению. Это в Пенсильвании, в Санта-Фе. Вот по всей Америке вот эти наши сапоги везде. Это, значит, в Финляндии, в городе Турку. Но там могли от местных татар попасть. А, вот эти сапоги представили как индейские мокасины на аукционе. Вот. Ну, это здесь, понимаете, вот эту кожную мозаику, ну, она нигде не встречается. Это вот у узбеков, но это кавуши, да? Ну, тоже наши сапоги, но с кавушами, которые одевали при выходе на улицу. Мягкая подошва у сапог была, и одевали при выходе на улицу. Вот здесь мы видим тоже из одного, это вот из Самаркандского музея, это из Кунсткамеры. Но посмотрите, здесь как по-другому вырождается, да, традиция. Эти сапоги вообще становятся как бы элементом театральности, они наделяются. Ну, как будто вот для сцены, да, созданы. Может, так они и были созданы для сцены. Но уже традиция как бы немного другая, но тем не менее технология сохраняется. Это вот 20 век, кстати, вот сапоги, каблуки и вот такая подошва в 20 веке появляются. И весь 20 век мы видим наши ичиги вот на таких каблуках. Вот эти. Причем, знаете, если там вот в предыдущих сапогах вот эти композиционные элементы, они как бы сочетались друг с другом, и все-таки еще композиция какая-то была, связка, то здесь просто берется какой-то мотив орнамента из головы откуда-то,